Дорогой Николай Александрович, Николай Алексеевич, Владимир Александрович, разрешите поздравить с замечательным событием. Но я хочу сказать, писателя выбирает время, писателя выбирает земля. Вот я помню, как мы с Николаем Алексеевичем ездили в Монголию, и когда мы ночевали недалеко от Каракамуна, да, и к нам в гостиницу ночью как будто какое-то движение. Вначале Николай Алексеевич проснулся, и потом меня будет говорить, вот что-то здесь, духи этой земли, этой страны, они приняли Николая Алексеевича. И мне кажется, вот сама монгольская земля признала Николая Алексеевича как вот писателя, как философа, потому что его произведения это историко-философские романы. И вот Владимир Александрович начал читать отрывок, мне кажется, это очень точно. И то, что Андрей Александрович говорил, это, мне кажется, великое, в общем-то, событие для евразийских народов, евразийских народов. Потому что, вот вспомните 80-е годы, 90-е годы 20 века, как все начиналось, как возвращалась идея Евразии. И одним из тех, кто продвигал эту идею, был вот Николай Алексеевич, потому что идеи приходят, и идеи создают, в том числе и страны, и, конечно, возрождают народ, нацию. Мне кажется, вот это очень важное время было, и Николай Алексеевич своим романом по велению Чингисхана, он изменил вот этот такой культурный ландшафт, и Якутия стала вот частью целого евразийского мира. И вот идентичность нашего народа, нашей якутской нации именно также связана с Азией. И вот это очень ярко вот Николай Алексеевич почувствовал, это вот веление времени, это дух времени, и он создал вот свое произведение. Мне кажется, вот в этом его большая вот заслуга как писателя, как философа, потому что его романы это такие притчи. Вот каждая глава это вот по отдельности говорят о многом. Мне кажется, вот сила его слова в этом. Я вот опять вот я люблю повторять слова Дмитрия Лихачева, как литература поднялась как защитный купол над землей русской. И у нас тоже вот в начале 20 века Алексей Алексеевич, Кулаковский, Алампа, Неустроев, Аюнский, они подняли литературу на такую высоту, что она стала защитником народа, нации, земли нашей якутской. И это продолжили писатели, наши народные писатели. И в 90-е, вот это переломное время, 80-х, 90-х, Николай Алексеевич это поднял, мне кажется, на другую, недосягаемую такую высоту. Поэтому его вот так любят и в России. Мы вот здесь, Афанасий Васильевич, мы были в Москве на презентациях. Какие слова произносили вот, писатели русской земли, как они давали такую оценку. И приходили люди, связанные вот, военной службой, и генерал армии Галеев, да, Галеев, вот, он посчитал нужным вот встретиться с Николаем Алексеевичем, поговорить с ним. Махмуд Галеев, мне кажется, это говорит, насколько вот Николай Алексеевич уловил вот, то, что волновало людей, не только простых читателей, да, любителей слова, якутского, русского, в русском переводе вот его произведений, но и политиков, государственников, вот, потому что вот идея евразийства, например, да, конечно, она имеет разные как бы направления, да, вот, литературное, культурное, и политическое, да, то, что и вот, руководители стран там, Казахстана, вот, Средней Азии, нашей страны, вот эти идеи поднимали, это неспроста. Мне кажется, то, что книга вот, названа «Мать Чингисхана», здесь тоже свой смысл, да? Потому что вот, Чингисхан, можно его по-разному оценить, да, с точки зрения истории, там, политики и так далее, но все-таки это была вот, империя, это была страна, земля, которую он создавал. Да? И вот мать Чингисхана, вот это мать земли. Мне кажется, это тоже очень важный смысл этой книги, что она так названа. Да?
И Николай Алексеевич еще раз поздравляю, Владимир Александрович, потому что это тест получается для якутской литературы, для народа Саха, для российского народа в целом. Поэтому вам еще большое спасибо.